Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «Республика», в студии Татьяна Молокова. Главные новости страны и Чувашии в материалах журналистов нашей программы. Смотрите сегодня. Экономика стирает границы. О чем договорились глава Чувашии и губернатор Ульяновской области. Привести в нормативное состояние. Все ли стандарты соблюдаются во время ремонта дороги? Последние метры перед победой. Кто из чувашских спортсменов стал чемпионом России в третий день соревнований? Сегодня делегация из Чувашии во главе с Олегом Николаевым находится с рабочим визитом в Ульяновске. В составе бизнес-миссии представители промышленности, агропромышленного комплекса и науки. Они провели переговоры с ульяновским бизнесом и посетили ряд предприятий. Деловое путешествие началось с завода «Автодом». Предприятие производит автомобили специального назначения, машины скорой помощи для перевозки детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев, сейчас такая техника нужна не только республике, но и всей стране. Также делегация посетила заводы металлоконструкции «Трехсосненский». В рамках круглого стола сегодня достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве по поставкам электротехники. Применение чувашского оборудования на предприятиях Ульяновска позволит обеспечить энергетическую безопасность и непрерывность процессов. Также было подписано соглашение между регионами по карбоновому полигону. Оно предусматривает создание на территории сторон предприятий для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. Подробнее о деловом путешествии смотрите в понедельник в программе «Республика». Ездить по Чувашии, не опасаясь за свою жизнь и состояние авто. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» призван привести все дороги региона в нормативное состояние. В этом году в рамках проекта ремонтируют более 114 километров. В их число входит и дорога Авдан-Касы, Маргауши, Космодемьянск. Наша съемочная группа выехала на объект, чтобы выяснить, когда завершится ремонт покрытия и все ли работы ведутся в соответствии с графиком. Дорогу Авдан-Касы, Маргауши, Космодемьянск протяженностью 7 километров начали ремонтировать 10 июня. Сейчас работы в самом разгаре. Старое покрытие давно снято, а укладка нового почти завершена. Объем работы здесь небольшой. Общий объем финансирования вот на данном участке 119 миллионов. И, как вы видите, выполняет работу, в общем-то, соблюдая все технологии, достаточно качественно. Я бы отметил, что работа производится качественная. Подрядчик такой опытный. Ежедневно по этой дороге ходят маршрутки в Марийскую республику, соседний Ядринский район, а осенью трафик загрузит и школьные автобусы. Работают строители с утра и до вечера. Сейчас на участке уже выполнено 90% работ. Осталось нанести разметку, устроить тротуары и установить бордюры. Местные водители уже успели оценить качество нового асфальта. Пока, да, хорошее покрытие, ровное, хорошо едет. А раньше как было? Раньше было плохо. Ремонт провели хорошо и вовремя как-то. Были ямы, а сейчас дорога просторно катается, но легче ездить и ям нет. В общем, удобно. Скажу спасибо. Несмотря на то, что по контракту дорогу должны сдать к 3 октября, подрядчик планирует завершить работу уже к 30 августа. В целом в Чувашии на реализацию национального проекта в этом году выделено почти 4 миллиарда рублей. При этом уже освоено более 50% средств федерального бюджета. Анна Центовская, Юлия Адюкова, Василий Дворников, Республика, из Маргаушского района. Коронавирус наступает. Количество заболевших вновь растет. Только за прошедшие сутки в республике выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Не так давно в Чувашии отменили масочный режим. Однако, как только мы вздохнули с облегчением, начался новый подъем заболевания COVID-19. В Чувашской республике за последние сутки 137 новых случаев заражения. По сравнению со вчерашним днем число заболевших резко выросло почти в 3 раза. При этом за прошедшие сутки госпитализировано 11 человек, 50 выздоровели. Летальных случаев не выявлено. Между тем, новый штамм коронавируса, который называется «Кентавр», продолжает усиленно распространяться по миру. Он еще более заразный, чем прошлые виды заболевания, но переносится в легкой форме. Больные почти не теряют обоняния. Однако врачи не спешат списывать его со счетов, так как он более устойчив к антителам. О введении масочного режима и соблюдении социальной дистанции пока не говорят, но медики предупреждают, нужно беречься и в первую очередь защищать себя и своих близких. Сотрудники отделения Национального банка по Чувашской республике принимают поздравления. 100 лет назад в Чувашской автономной области открылось Чебоксарское агентство Казанской областной конторы Госбанка РСФСР. На территории Чувашии оно выполняет комплекс стратегически важных для республики функций. О праздновании юбилея в репортаже Алексея Иванова.
Со дня появления в Чувашии отделение Национального банка ведет стратегически важную финансовую деятельность. Мероприятия по финансовому просвещению населения, обеспечение наличного денежного обращения, обработка и уничтожение ветхих банкнот. Отделение банка также проводит региональный экономический анализ. Большинство данных учитываются при принятии решений в области денежно-кредитной политики. Так важно повышать уровень финансовой культуры граждан. Успех ее формирования возможен только за счет объединения усилий региональных министерств, ведомств, внешних партнеров. Поздравить сотрудников банка приехал Олег Николаев. Особое внимание он уделил развитию кибербезопасности и защите населения от мошеннических действий. Банк, имея мощнейшие аналитические ресурсы, методику аналитики, сбор данных, несомненно, в ходе вот этих коммуникаций правительство Чувашской Республики, в частности, получает очень нужные, важные сведения или информацию, или даже подходы в решении порою очень таких щепетильных вопросов в области развития республики. Гостям праздника показали выставку «Время и деньги», которая рассказывает, почему раньше расплачивались марками, о секретах производства денег, начиная со средневековых монет из серебряной проволоки до современных купюр из полимера, и о способах определения подлинности купюр. Алексей Иванов, Елизавета Цветкова, Юрий Марков, Республика. В Чувашии возрождается ремесло лозоплетения. Мастера народного промысла намерены создать ассоциацию и некоммерческую организацию. Свои планы они обсудили на встрече с заместителем министра экономического развития. У лозоплетельщиков есть хорошие возможности для получения грантов, льготных кредитов. Им предоставляется возможность участвовать в образовательных программах и получить помощь в разработке бизнес-планов. Ремесленники планируют развивать работающую в республике школу лозоплетения, расширять продажи своих творений, выходить на экспорт. Также мастерам предложили провести мастер-классы. Очевидно, что интерес к ремеслу и произведениям мастеров сейчас только растет. В Чувашии приступили к созданию кластера переработчиков вторсырья и экотехнопарков. Министр природных ресурсов и экологии Чувашской республики Эмир Бедердинов отметил, что на данный момент в республике уже существует ассоциация организации рециклинга сырья и отходов «Экотехнопарк». Задача – утвердить стратегию ее развития и трансформировать ассоциацию в кластер. Он будет создаваться при поддержке Центра кластерного развития Чувашской республики. Чемпионат России по легкой атлетике не перестает удивлять своей зрелищностью. Максимальное количество зрителей собирается на стадионе «Олимпийский», чтобы поддержать своих кумиров. В пятницу прошел финальный день чемпионата России, а четверг принес в Чувашии вторую золотую медаль. Подробности у Дамира Хантимирова. Колоссальная поддержка трибун, родной стадион и неимоверное стремление к победе. Все это помогает спортсменам бороться за победу и выигрывать буквально на последних метрах. Вчера мастер спорта России Виктория Максимова, которая представляет нашу республику, завоевала золотую медаль чемпионата России в забеге на 200 метров. Эмоции очень яркие, стадион родной, любимый, тренируемся каждый день практически на нем. Очень сильно его люблю, знаю буквально целиком его. Очень приятно выиграть здесь. Этим летом чебоксары стали центром проведения самых разных состязаний. Это и соревнования по легкой атлетике среди ветеранов, и детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон, и множество других турниров и забегов. Кульминацией стал чемпионат России, который собрал звезд королевы спорта. Все эти дни за соревнованиями пристально следила прославленная легкоатлетка, олимпийская чемпионка и исполняющая обязанности президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Ирина Привалова. Знаете, тут можно даже две оценки. Первая оценка – это идет со стороны много звонков из разных городов нашей страны, и все в восторге. Говорят, надо же, какой красивый город Чебоксары, как хорошо организован показ, насколько все красиво, все четко. Российские спортсмены сейчас не имеют возможности выступать на международной арене. Их результаты не учитывают во всемирной статистике. Но в Чебоксарах многие показали лучшие результаты сезона. И это еще раз доказывает, что легкая атлетика России одна из сильнейших в мире. Дамир Хантимиров, Георгий Кривошеин, Республика. Это главные новости Чувашии. Я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. До свидания.